стояла, выступала, я специально заметки сделала. Сейчас скажу. В общем, я пью уже, оказывается, полгода. Я думала, мало, вот вроде бы вот только что, оказывается, уже 6 месяцев. Как быстро. В общем, у меня что прошло? У меня сразу же прошли отеки. За первые 3 дня я сбросила 2,5 килограмма. Вот эти вот отеки у меня зашли. Меня принимала по 1/3, и на второй день меня начало выгонять. И вот сразу ушли отеки, это сразу же в первые дни. Появилась бодрость, стрессоустойчивость, спокойствие появилось, хорошее настроение. Про стрессоустойчивость, ну, в общем, как было? Была такая очень хорошая ситуация, скажем так, скандал был. Пришлось мне одному человеку вот так, знаете, как зашила, довела до такой степени, что я так взяла, прижала, да, и сказала, если ты еще раз мне так, да? Опасный человек. Но меня, чтобы до такого состояния довести, мне надо очень долго постараться. Я так, значит, сделала, развернулась и спокойно пошла дальше. Если раньше бы меня вот так вот еще трясло там какое-то время, да, там я бы еще переживала, если бы я вот думала вот о том, о 5-м, о 10-м, тут я вот выплеснула вот это все, развернулась и спокойно пошла с улыбкой. А там свидетели, которые там были, сидят такие на диване, телевизор смотрят, и тишина. Я подумала, вы чай-то будете пить? Они оглянулись на меня, да, будем. Вот насколько я стала спокойная, да? Так, сейчас. Хорошее настроение, сон хороший стал. Я работаю круглосуточно, ну, получается, всю жизнь. С 18 лет, и у меня, я каждый день не умею работать. Я вот день, ночь, там, ночные смены, сутки. Поэтому сон у меня очень плохой был. Сейчас я стала вот до постели, все. Сразу засыпаю. Ну, вот, правда, ночные капсулы сейчас перестала, ведь у меня не закончились. Почему молчишь? Выписать надо мне сейчас пока это. Сама же знаешь, какие у меня головы. Сон хороший, ЖКТ у меня нормализовался, то есть проблем с этим вообще нет. Если раньше были запоры, уже 2-3 дня не могла ничего там. Сейчас спокойненько раз сидела, сделала. Папилломы у меня отвалились не все. Самые крупные, которые были, еще остались, а мелкие все отпали. Ноготь на ноге выровнялся. Если раньше я знала, что он там кривую какую-то рисует. Потом, когда Жаркома приезжала, я заметила, первый раз рассказывала, что вот у меня ноготь начал отрастать ровный. Все, срезала я. Где-то горбинку срезала ноготь, все должно быть. Внутричерепное давление. Через 2 месяца я ходила у Максима Архипова в том офисе на Петровского на аппарате. Он говорит, нет никакого внутричерепного давления. И у меня постоянные головные боли были. У меня как еще было? Утром просыпаешься, сил нет, никто то ли спал, то ли не спал. Наливаешь кофе, вот, чтобы проснуться, там, да, вот, сидишь, выпиваешь это кофе. 2-3 дня я выпила кофе, у меня начинаются приступы головной боли. То есть и без кофе не могу, и с кофе не могу. И боли были такие, что, допустим, обезболивающие таблетки мне не помогали. Я вот 2 таблетки выпила, спазм вот это все идет, глаза слезятся, на свет смотреть не могу, у меня того, я вот так вот прям держу голову, я ничего не могу сделать. Только уколы помогали. Теперь я уже сколько, 5 месяцев точно голова не болит. Так, сейчас я все прочитаю. Пьете? Кофе? Кофе? Нет, не пью, не хочу. И могу так иногда, просто так выпить. Но чтобы вот какой-то... Тяги уже такой. Тяги вообще нет. Нет у меня необходимости. И у меня все время давление было, у меня рабочее давление 90 на 60 все время было. У меня девчонки на работе еще говорят, как ты живешь? Недалеко от трупика ушла. А тут у меня, я заметила, что вроде как нормально. И, в принципе, я за давлением-то как никогда не следила. Если 120 на 80, у меня уже опять же голова болела. Опять же, вот, допустим, если внутривенное, поднимается вот это артериальное давление, то у меня голова уже все. И я не могу стабилизировать свое внутричерепное давление с артериальным давлением. Сейчас у меня четко 120 на 80, я вообще уже не замеряю давно. Ради интереса, вот что-то раз, так смотрю, 120 на 80, я прекрасно чувствую. Нет у меня такого. Да.
нормализовалось сейчас у меня все. Ходила я. Хожу я очень мало, да, и обычно я замечала, что я вот ходила, да, как-то вот так, да. Потому что когда я вот распрямлялась и иду, у меня сердце кололо. Я не знала почему-то, но вот как, я там раз и пошла. И мне нормально. А тут, когда начала, это, по-моему, январь был уже, я начала пешком ходить. Мне работа еще одна есть. В общем, вечером я могла оттуда смотаться и ходила к дочери, получать такой цветновектор. И до Октябрьска я ходила пешком. И я заметила, что я иду вот ровно, грудь подняла, голову это, и вот туман, мороз, да, январь насколько, а я иду и думаю, радуюсь. И мне так хорошо, я иду и песню пою, потому что мне хорошо. У меня ничего не болит, у меня хорошее настроение. Мне хочется жить. У меня он было как... И вот я туда пришла, чай попила, время 9 часов вечера, да. Они говорят, давай мы тебя как-то папа увезем. Не надо, я пешком. И вот я ходила, там же можно через дворы быстренько. Нет, я круг такой вот специально. Иду, у меня вот даже в Инстаграме есть фотографии, где я вся в снегу такая. Но я такая довольная, я счастливая, я пешком хожу. Мне хочется жить, мне хорошо было. У мужа моего, в принципе, капсулы эти начала я брать из-за мужа. У моего мужа болезнь Бехтерева. Она у него официально, уже как он на инвалидности, сколько говорила, 23 года, по-моему, да? Да, 23, 24 год он уже. Ему сразу дали вторую группу нерабочую. То есть это 27 лет ему было, ему уже сразу дали вторую группу нерабочую. И если осенью я думала, что зима у меня уже вот это вот будет последняя, то сейчас думаю, нифига. Мы с ним еще сегодня ехали с Варей. Да вообще, да, другим человеком стал. У нас очень сильно изменились отношения. Вот ладно здоровье, да, но почему меняются отношения, я не знаю. Мы с ним, мы такие дружные с ним стали. Мы с ним как на одной волне. Мы шутки какие-то, которые понимаем только мы с Да ним. вот ехали сейчас машина сюда, вообще другой человек. Оборжались на них просто, хотя бы чуть-чуть. И вот вообще, вот я не знаю, вообще такое состояние, да, вот жить хочется. Вот, люблю всех. Хочется добро дарить людям. Вот просто вот возьму, вот отдам вам, вот нате, берите, чтобы вам было хорошо. Мне ничего для вас нет. Вот хочется мне. Мы Богом созданы, мы для этого не созданы, чтобы жить. Или вот как раньше, да, день вот прошел бы, да, скорее бы вечер уснуть, там забыться, вот это все, да, устал. Сейчас нету такого. Утром встать, да, думаешь, то ли спал, то ли не спал. Сейчас вообще. Вот жизнь здесь и сейчас. Мир просто. Ну, это как он говорит, жить здесь и сейчас, Да. и сейчас счастье, и от вас идет энергия, от людей вам возвращается энергия. Сейчас таких людей будет больше, больше. Это Да, я не знаю, это буквально вот. просто по Когда мы Божьим ездили. законам, как говорится. Потихту. Значит, ребята, все же знаете, мы ездили за конским навозом, собирали, я говорю, меня надо фотографировать. Вот, знаете, еще едем мы с мужем, мужчина впереди на Волге, такая старенькая машинка, у него там на багажнике мешке, говорю, о, тоже добра набрал. Огород, я говорю, вот сейчас вот наблюдал, что вот так вот, по сути, да, никто не понимает, что там люди едут, золото какое везут. И подружка спрашивает, а ты что, где ты, когда сколько за навозом ездили? Она говорит, а что ты грязь? Мне хорошо. Я все успеваю, мне вот... Точно, все Я все успеваю. Пообщались, Времени природа, больше, общение другое. Земля дает энергию. Прямо вот счастье Да. испытываешь. Да.